Добрый вечер, в эфире Пятого канала передача «Ой Бүгін». Меня зовут Мирлан Айталы. И сегодня мы будем обсуждать тему «Железные планы кыргызских железных дорог». Сегодня у нас гости в студии. Справа от меня это Эрнест Докенов, председатель РАП-Профсожа государственного предприятия Кыргыз-Темиржолу и параллельно депутат Бишкекского городского кенеша. Далее у нас генеральный директор государственного предприятия Кыргыз-Темиржолу при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской республики Канатбек Абдыкеримов. Слева от меня глава общественного наблюдательного совета Министерства транспорта и коммуникаций Талант Садакбаев. И Манас Кадыров, председатель общественного объединения «Общество против коррупции», бывший юрист государственного предприятия Кыргыз-Темиржолу. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. И позвольте первый вопрос задать вам, господин Абдыкеримов. Скажите, сама идея, инициатива акционировать государственное предприятие Кыргыз-Темиржолу, откуда пошла сама идея, инициатива? Ну, прежде всего, идея перевода государственного предприятия национальной компании Кыргыз-Темиржолу в акционерное общество – это прежде всего веяние времени на сегодняшний день, так как акционерное общество является на сегодняшний день одной из оптимальных и таких структурных предприятий, которые прежде всего дают возможность привлечь прямые инвестиции, дать развитию предприятия. На сегодняшний день, как вам известно, предприятие Кыргыз-Темиржолу является стратегическим объектом. И при акционерном обществе вся финансово-хозяйственная деятельность компании, она будет прозрачная. Как вам известно, при акционерном обществе полностью публикуется раз в год его финансово-хозяйственная деятельность, что предполагает прежде всего прозрачность компании, исключает разного рода проявление коррупционных схем. На сегодняшний день президентом Кыргызской республики именно направлены все усилия на искоренение коррупционных схем. И поэтому акционерное общество является одной из... Инициатором кто выступил? Инициатором, правительство, мы предприятие, руководство компании. А муссируются слухи, в том числе и в средствах массовой информации, что при таком раскладе российские инвесторы могут прийти и выкупить государственное предприятие Кыргыз-Темиржолу. Как вы на это смотрите? В средствах массовой информации муссируются. Вы можете опровергнуть? Да, и, конечно, эта информация, во-первых, не соответствует действительности. В средствах массовой информации было озвучено, что Крымская железная дорога будет продана по аналогии с «Газпромом» и так далее, и так далее. Я ответственно заявляю, что эта информация не соответствует действительности. Я официально заявляю. Спасибо. Господин Докенов, вот вы вчера были у нас в студии в передаче «Ой Бүгін» с вариантом на кыргызском языке. Вы можете свою официальную версию опять озвучить уже на русском языке, то, что вы вчера заявляли? Вы согласны? Нет, я абсолютно не согласен в корне изначально, говоря о том, что если, допустим, акционерное общество будет, то оно будет прозрачно и будет, как говорится, финансово-хозяйственная деятельность, будет его ежегодно публиковаться и тому подобное. Да? Я в первую очередь хотел бы сказать, что в этом случае акционирование. Что такое акционирование? Возьмем с этого. Акционирование – это один из способов приватизации государственное имущество. Это характерно только для двух этих самых предприятий, которые находятся в государственной собственности и которые находятся в муниципальной собственности. То есть первый шаг для того, чтобы приватизировать эти предприятия. Это первое. Второе. Сегодня акционерное общество, сегодня, в данный момент, когда при этом статусе государственного предприятия у нас идет
оперативное управление, то есть государственное управление. При акционерном обществе будет не оперативное управление, не государственное, а будет уже корпоративное управление. Корпоративное управление. И корпоративное управление в первую очередь означает именно прозрачность своей финансовой хозяйственной деятельности. Но перед кем? Вопрос не перед государством, перед своими акционерами. Он только отвечает перед акционерами. Там будет прозрачно. И опять же, в средствах массовой информации будут публиковаться только те показатели, да, параметры, которые общедоступные. А такие уже внутренние, там дальше в глубину, если полезть, они считаются уже коммерческой корпоративной тайной. Вот сегодня я дополнение, да, буквально недавно вот в прессе муссируется. Спор идет в Джогурку Кенеши между депутатом Кожебеком Рыспаевым, да, и с директором акционерного общества Кыргызалтын. Кожебек Рыспаев у него просит данные, тот отвечает, что он не даст эти данные, потому что это корпоративная тайна. Вот, пожалуйста, какая здесь может быть прозрачность? Еще раз повторюсь, прозрачность только перед своими акционерами, но не перед государством. Это две разные вещи. Господин Садыклаев, как вы думаете, прозрачность, как мы добьемся прозрачности? Здесь вот сейчас вот говорят, да, оба на предположениях. Вот. Во-первых, одни предположения, что станет, сразу белым и пушистым предприятие, что второй оппонент говорит, что сразу распродастся. Здесь, конечно, это все чуть-чуть от лукавого. Я вам скажу так. Форма акционерного общества, почему лучше по сравнению с государственным предприятием? Потому что у нас есть закон об акционерных обществах, в котором очень четко расписано, какие данные предприятие должно публиковать. В акционерном обществе это корпоративное управление. Почему? Там есть правление, есть совет директоров, есть ревизионная комиссия, есть, так сказать, рычаги, как воздействовать. Опять же, когда мы говорим об учредителях, пока нет сторонних учредителей. Если государство переводит, например, в акционерное, то, конечно, стопроцентным учредителем, скорее всего, будет пока государство. И когда мы говорим, что данные какие-то получим, не получим, недалекое прошлое. Вот когда мы приходили на госпредприятие Кыргыз-Темиржолу, нас не допустили. Даже данные по статкомитету, которые сдают, они сказали, это служебные, так сказать, тайны. Когда мы акт составили, этот вопрос на уровне Джогуркенеша рассматривался. 163 вопроса, да, были, так сказать, ДСП. Так же не должно быть. Соответственно, вот когда мы обратились, например, Джогуркенеш дал поручение ГКНБ, сразу на 3/4 сократилось. Стало 60, сейчас еще сокращается то, что было ДСП. Опять же, почему, например, вот ОНС, да, это уже общественный совет, вопрос всех госпредприятий, переход на акционерное, потому что тогда государство не будет отвечать по проблемам того же госпредприятия. Не секрет, вот сейчас, например, какое-нибудь госпредприятие в долги влезет, по нему будет правительство своими активами отвечать. Недалеко пройдем ЭНТАС. Это турецкий подрядчик, который в Минтрансе работал, по международным работам. Сейчас правительство должно $23 миллиона ЭНТАСу. Получается так, что чья-то ошибка государственная, да, теперь они ищут активы по всему миру, где есть активы Кыргызской республики. Соответственно, если вот сейчас за рубежом, той же, например, госпредприятие Темиржолу будут какие-то активы, они очень свободно могут на них наложить арест. Конкретный вопрос. Вы за или против акционирования? За акционер я за. Чтобы стопроцентно, так сказать, учредителем было государство. Хорошо. Господин Кадыров, как вы относитесь, кому как не вам знать, вот как юристу, как добиться прозрачности? Потому что очень много и слухов, и фактов было, что вот именно в Кыргыз-Темиржолу есть коррупционные схемы и так далее. Как вы считаете?
уже на протяжении 8 лет наше общественное объединение занимается мониторингом и госпредприятий, и акционерных обществ. И я вам могу вот четко сказать, что наша позиция изначально была привести госпредприятие Кыргыз-Темиржолу в правовое прозрачное поле. То есть, когда человек, даже журналисты, приходят на железную дорогу и хотят сделать съемку, допустим, да, вас просто-напросто не пускают на территорию железной дороги, называя это стратегическим предприятием, будем так говорить. Затем, вот смотрите... Это правда, господин Лопатин? Я хочу подчеркнуть, что железная дорога сама по себе является режимным объектом, стратегическим объектом. И снимать, допустим, какие-то объекты касательно железной дороги, да, надо получать соответствующее тоже разрешение. Вы можете прийти на перрон, там, на вокзал. Ну, на определенные участки. Да, на определенные участки. А именно там на производственной деятельности, где операционная работа проводится, это все-таки режимный объект, это в целях, прежде всего, безопасности. Ну вот сейчас генеральный директор сказал, но это было до него, я хочу уточнить, потому что когда мы с журналистами ходили, и даже нас на перрон, на вокзал, Бишкек-2, нас не пускали, запрещали, это было при Нагайбаеве. Затем я вот что хочу сказать. Вот акционерное общество мы за. Почему? Потому что вот Ерин Шарапидинов сейчас говорит, что ратуют за госпредприятие. В госпредприятии практически мы 8 лет наблюдали коррупционные схемы. Этот вопрос поднимался даже в Совете Безопасности. И в Совете Безопасности целая презентация была о переводе государственного предприятия Кыргыз-Темиржолу в акционерное общество. Эта идея родилась не сегодня и не вчера. Эта идея вынашивалась много лет. Почему мы пришли к акционированию? Потому что вот генеральный директор железной дороги и председатель общественного наблюдательного совета правильно сказали. Мы обяжем акционерное общество в рамках закона об акционерных обществах действовать только согласно этому закону. Это означает, что все, особенно финансовая хозяйственная деятельность, будет абсолютно прозрачной. Вот на протяжении 8 лет вот есть вопросы, даже вот счетная палата, мы когда мониторили, счетная палата нам выдала информацию о том, что государственное предприятие Кыргыз-Темиржолу оказало спонсорскую помощь на 33 миллиона. То есть, куда эти деньги ушли? Мы до сих пор ответа не получили. И именно эти 33 миллиона почему-то проходили через профсоюзы. То есть, мы эти вещи мы сейчас не можем проверить. И вот это поручение премьер-министра о назначении аудита и проверки дает возможность нам увидеть, что вообще происходит в предприятии. Какие активы у предприятия есть. Мы даже не знаем, какое имущество у предприятия есть. Господин Лукенов, как вы прокомментируете? Я сейчас прокомментирую, обоих прокомментирую. Пожалуйста. Во-первых, то, что они сегодня говорят в рамках именно закона об акционерных обществах. Вы правильно заметили, что государство не отвечает по обязательствам акционерного общества. Но забыли подчеркнуть, что государство и его органы тоже не отвечают по обязательствам этого общества. И акционерное общество также не отвечает по обязательствам государства. Правильно? Государство и государство. Так и должно быть. Вот теперь вот об этом глубже и посмотрим. То, что вы сегодня говорите, что вас ГПНК, КТЖ не пустило, не дало там секретность документов, кто вас в акционерное общество впустит? Я вас, вот один вопрос. Что вы так говорите, нам будет предоставлять акционерное общество. Акционерное общество не будет отвечать перед государством ни по каким обязательствам. Оно будет отвечать только перед своими акционерами. Вот это вот в первую очередь. Акционеры-то пока государство, стопроцентная вы поймите правильно, что доля акционерного общества. И когда мы говорим, да, вот, например, что отвечать должно, не должно. Почему, например, если руководство, да, разворует госпредприятие, да, почему мы, простые граждане, должны по тем обязательствам, что он проворуется, отвечать?
Должно быть так, проворовался, и акционерное общество, когда коллегиальное решение, там правление решает, совет директоров, многие вопросы не даст ему залезть туда, чтобы его разрушить. Соответственно, там как учредитель фонд госимущества, возможно, социальный фонд будет, соответственно, четкие механизмы будет. А сейчас что мы имеем? Сейчас директор, например, какую-то часть имущества под себя заберет, и что? Ему о уме никто знать не будет. Если он, например, вот как ставит вопрос, передал 33 миллиона, на каком основании? Когда акционерное общество, там четко, вот ты 33 миллиона отдал, а ну отчитайся по ним. Ну, в ваше время были такие факты, когда приватизировали имущество, которые принадлежали? Когда мы мониторили, сейчас на сегодняшний день мы спрашивали у фонда госимущества. Там вот даже по аренде, если посмотрим, да, по аренде недвижимого имущества зарегистрировано только 56 контрактов. А на сегодняшний день, если вы пройдетесь сейчас даже по улице, где стоит как бы управление железной дороги, там есть множество активов, которые сдаются в аренду. И они не числятся в фонде государственного имущества. Это о чем говорит? О том, что эти деньги уходят в другой карман. То есть государство их не видит. Когда произойдет аудит и проверка всего этого имущества, они подсчитают, каким имуществом обладает Кыргыз Темиржолу. Потом оно войдет в уставной капитал акционерного общества. То, что Эльдар Шарапетдинович говорит, я вообще в корне не согласен. Почему? И вообще я... Сейчас, подождите. Вы, пожалуйста, ответьте на первый вопрос, который... 33 миллиона, вы сказали, да? 33 миллиона, да? В соответствии налогового кодекса, если предприятие имеет прибыль, то она до 10% прибыли может оказывать спонсорскую помощь. Это в соответствии с законодательством. И в соответствии с законодательством происходит вот эти спонсорская помощь. А на что? Вот вопрос в том, да, что, видите, это же не собственный карман предприятия. Государство, вместо того, что вот госпредприятие не платит 50%, людям. 50%, да, того, что они, например, от прибыли должны платить в государство, оно не платит. Говорит, денег нету. В то же время на спонсорскую помощь, а то есть спонсорская помощь, кому? Мы заплатили 1,5 миллиарда. 1,5 миллиарда к вашему Здесь же опять же, да, должно быть опубликоваться. Куда вы эту спонсорскую помощь дели? Ну, это благотворительный фонд, получается, да? Да, совершенно верно. А это где-то документировано? Документировано, все в порядке. Вот я, Кому оказывали помощь? Я сейчас, кому оказывали помощь, сколько оказали помощь, это все документировано. И это в пределах законодательства. Еще раз. Вот мы как государственное предприятие, а у государства именно и есть обязанность оказания социальной поддержки малоимущим. Мы оказываем эту социальную помощь. Здесь можно я дополню? Поэтому здесь никакого нарушения здесь нет. Я хочу просто тоже внести ясность в этот вопрос. Да, мы, как Эльдар Шарапетдинович сказал, оказываем не спонсорскую помощь, а именно материальную помощь. У нас есть коллективный договор трехсторонний между двумя профсоюзами и администрацией железной дороги. Мы прежде всего в соответствии с коллективным договором, который у нас заключен, оказываем материальную помощь прежде всего нашим работникам Кыргыз Темиржолу, по болезни, там, на операции и так далее, только именно для поддержки. Бывают случаи, когда мы тоже выдаем определенную сумму суды, но это судовозвратная. И здесь речь действительно, вопрос можно ставить в другой плоскости. Да, мы оказываем именно соответствующую помощь. То, что оказывают, это факт. Да. Но то, что прозрачность, то, что это все... Другое дело, что, да, действительно, мы должны в этот вопрос тоже ясность внести и конкретно в этом плане проводить тоже работу. Вот, у нас есть коллективный договор. Здесь сроку можем получить. Да, вот понимаете, 33 миллиона, да, они говорят благотворительность, то все. Вопрос в том, куда ушло. О чем мы говорим? На сайте или где-то. Ну, господин Дукенов говорит, что все документировано, все можно показать. Решением я все подошло. Дополнить тоже, вот, чтобы уважаемый господин Садакбаев тоже это прекрасно понимал.
Вот. И Ернин Шарипединович тоже прекрасно понимал. При акционерном обществе, то, что мы говорим вот про прозрачность, вот здесь и будет тоже прозрачность именно и профсоюзных, наших профсоюзов, где тоже будет четко, каждый работник будет знать, за что он платит членские взносы, профсоюзные взносы вернее, вот, его прозрачность, на какие виды и движения тоже финансовых средств. Я считаю, что это правильно, оно должно отражаться. Так же, как и вот, в соответствии, вот я с господином Садапаевым тоже согласен, все в рамках закона об акционерных обществах. Это публичное опубликование. И также я считаю, что и профсоюзы тоже должны быть. И также мы должны иметь у себя, даже при переходе на акционерное общество, должны также защищать своих работников коллективным договором. Пусть наши профсоюзы тоже в соответствии с законодательством, по соответствии с трудовым законодательством, проводить соответствующую работу. Здесь я еще хотел дополнить к ранее высказанным словам. Да, так как железная дорога является стратегическим объектом, она будет 100% государственной, под контролем. Вот я поддерживаю слова господина Садапаева. Там есть совет директоров, в который входят представители соответствующих министерств и ведомств. Вот, это как исполнительный орган власти. Есть правление. То есть там вот то, что мы и говорим, будет приниматься коллегиальное решение. При коллегиальном решении избегается всякого рода именно решения, которые могли бы раньше приниматься кулуарно. Правильно я говорю? Вот, и поэтому это акционерное общество на сегодняшний день является одной из прогрессивных форм управления, менеджмента. Вот, и я считаю, что есть опасения, звучали, что возможно будут увольнения, возможно будут сокращения. Нет. Если, я еще хочу подчеркнуть, в настоящее время Кыргыз-Темиржолу является прибыльным предприятием. Но, к сожалению, прибыль, которую мы получаем, она не дает нам на дальнейшее развитие нашего предприятия. Почему не дает? Я вам объясню. Чтобы приобрести подвижной состав, обновить его, приобрести пассажирские вагоны, это очень колоссальные деньги. Я вам пример приведу. Один пассажирский вагон на сегодняшний день стоит около $1 миллиона. Вот. Нам, чтобы сегодня обновить пассажирский парк, требуется хотя вот московское направление дальнего следования закрыть, около 50 вагонов. Это $50 миллионов. Я вам просто в порядке информации, чтобы наши телезрители, слушатели тоже поняли, о чем я говорю. У нас к 2022 году эксплуатационный срок пассажирского парка заканчивается. Вы прекрасно помните, буквально 2,5 года назад был запрещен маршрут Душанбе-Москва, когда их пассажирские вагоны не отвечали эксплуатационным требованиям. Вынуждены были их железные дороги изыскать средства, привлечь финансовые средства, кредиты. И правительство закупили около 100 пассажирских вагонов. Хорошо, вы сказали, что есть прибыль, но вы не можете использовать прибыль на сегодняшний день. Нет, дело не о рациональности. Именно акционерное общество дает возможность привлечь инвестиции. Да. Вот та сумма, которую мы прибыли получаем, она, к сожалению, не позволяет нам не модернизировать подвижной состав. Он ежегодно у нас выбывает в связи с окончанием срока эксплуатации. И грузовые вагоны, и пассажирский вагон. Вы не забывайте, что еще мы должны модернизировать верхнее строение пути. Она должна отвечать всем требованиям. На сегодняшний день у нас есть участки, где мы проходим с ограничением скорости. Спасибо, господин Абдукерим, спасибо. Насчет спонсорской помощи я чуть-чуть только скажу. Там мы видели документы, когда заходили органы дознания на железную дорогу, мы видели документы, где есть совместные постановления администрации, то есть и бывший генеральный директор Нагайбаев, и два профсоюза подписывали постановление об оказании спонсорской помощи на юбилей 100 тысяч сомов. Или на покупку кондиционеров в ВДТ. Но я не думаю, что это благотворительность. Я думаю, что это залезли в карманы государства и раздаривают. Ну зачем на юбилей оказывать
помощь. Это раз. Это насчет спонсорской помощи. Я все равно считаю, что эту сферу надо проверить. Это Вы считаете, что это, ну, подозреваете, что это коррупционная не схема? подозреваю, я это вижу. Почему? Потому что, если я завтра на железную дорогу приду и скажу, дайте мне, вот я хочу свое 25-летие исправить, дайте 100 тысяч, они мне дадут? Нет, конечно, здесь вопрос в другом, что вся любая деятельность, вот отдали 30 миллионов, да, вот выложите, вот я даже 100%, вот пойдем любому сотруднику железной дороги, пойдем и спросим, куда 30 миллионов ушло. Ни один из там большого коллектива ответить не сможет. Вот давайте вот здесь мы можем даже поспорить и сказать. Скажите, пойти. вы можете назвать три пункта расходов именно вот из 30 миллионов? Голословно вот так вот заявлять не надо, что ни один сотрудник 3 пункта не скажет. расходов. Вот Дело вы в том, говорите что благотворительность. каждый сотрудник вам скажет, хоть один раз да получал материальную помощь. Даже хотя бы один раз получал материальную. У нас работает на сегодняшний день на железной дороге 4727 человек. Хотя бы один раз каждый получал Их свою взносы же, прибыль. их Это же не взнос их есть. взносы, это не их взносы. еще не- Это из заработка, это железная дорога оказывает материальную помощь. В зависимости как? В зависимости, на каждое предприятие специально выделяется сумма для оказания материальной помощи. Если эта сумма не хватает, выходит на комиссию уже при дирекции. Это по спонсорской помощи. Мы сегодня пришли по спонсорской помощи говорить или по акционированию? Вот по акционированию Потому что вот здесь вот... По акционированию? Нет, от акционирования у нас пошло прозрачность, а после прозрачности уже пошли я вам коррупционные еще раз схемы. говорю, я бывшие. не знаю, какие они законы читают. Тот же закон. Они должны четко посмотреть, что это уже, вот это, за какой карман они сейчас борются, говорят, ратуют за государственный карман. После акционирования это будет карман частного сектора, частные руки, можно я понимаете? вот скажу? И увеличиваться будут активы частной компании, но не государства. Понимаете, это будет из государственной казны, вот это все имущество будет выведено в частные руки. эфиру. И И по теперь- 19 февраля, я хочу сказать. И теперь по акциям. Подождите, это уже другая тема, да. Я потом вам Вот вчера дам целый слово. час Ерин Шарапетдинович, нас здесь не было. Ерин Шарапетдинович Может, там 20 минут? говорил, Вам показалось целый час? говорил об акционировании. Нет, эфир у нас идет целый час. Вот смотрите, там вчера такая чуть-чуть ситуация. целый час. Вот Ну, насчет может, вам показалось 20 минут? голословности. Да. Целый час Голословность. идет. Насчет голословности. Вот Ерин Шарапетдинович вчера соседние профсоюзы обозвал карманным. Вот у вас в эфире это прозвучало. Хотя 19 февраля они совместно провели конференцию, где опять же голословно обвинили правительство, фонд госимущества в каких-то коррупционных целях при акционировании, не имея никаких доказательств. Вот я сейчас, публично сейчас у вас в студии, хотел бы у Ерина Шарапетдиновича спросить, если человек кого-то обвиняет в совершении тяжких преступлений, коррупция это тяжкое преступление, то у него должны быть какие-то факты аффилированности, да? То есть того же Абылгазиева, да? Того же Тюлебердиева, того же Абдыкеримова, в том, в чем он обвинил. И он же говорит, мы стенограмму сделали, здесь 26 страниц, как он излагал на конференции. Он же обвинил людей в совершении тяжких преступлений. Есть у него факты сейчас, вот тут предъявить и сказать, вот у меня есть факт. Все факты, которые были озвучены на конференции, на все есть документы. Ну, я там И на просто- все есть обоснования. А вы, дорогой мой, читаете закон об общественных объединениях. Я в вашу деятельность не вмешиваюсь, и вы в мою деятельность не вмешиваетесь. Мы разные люди, мы общественное объединение. Читайте закон. И вы не тот орган, который должен меня проверять или осуждать. Так же, как и я вас не имею права осуждать или обвинять в чем-то. А насчет работы с правительством, там есть основные доказательства, все там по полочкам. То есть вы подтверждаете, что... Конечно, дорогой мой.
Все. И не надо ничего там говорить, и там что-то выступать, и обращаться там к президенту, привлеките его к ответственности. Там есть органы, которые это все... Это мое право. Гражданское право. Это мое гражданское Когда право. выступаете как гражданин, но не общественное объединение. Почему? Понятно? Я имею право. По закону не имеете права вмешиваться в другие общественные Я дела. не вмешиваюсь в ваши дела. всё. Я же не вмешиваюсь. Я по вашему заявлению говорю, что вы По моему обвинили. заявлению, вы не генеральный прокурор, чтобы по моему заявлению Ну, там это уже, что-то видите. свои эти А вот вчера еще мнения вот, делать. Дакенов Эрин Шарапидинович сказал, что якобы после конференции вызывает финансовую полицию сотрудников железной дороги, оказывая давление, да? Звучало. Вот есть постановление. В эфире вчера. Да, вы да. говорите? Совершенно верно. Эти повестки Это тоже- поступили, это эти тоже повестки ложь, поступили это к тоже- работникам, которые... Как это- ложь? Если у вас есть опровержение, вы парируйте. Да, да. Повестки не захватил, тоже ложь. извините меня. Вот, Повестки-то... Нет, вы можете Я отвечать вам на... сейчас объясню. Еще с лета, кстати, член его же профсоюза Асанбаева Алия обратилась к президенту с обращением о том, что начальники поездов проводят массово безбилетников. После этого она обратилась к Эрину Шарапидиновичу оказать помощь, потому что ее, по большому счету, бывшее руководство оказало сильнейшее давление. Профсоюз не только самоустранился, профсоюз исключил ее из профсоюза. Почему? Она написала заявление Эрину Шарапидиновичу дать отчет по деньгам, которые она вносила за всю свою работу. То есть он вместо того, чтобы дать отчет, исключил ее из профсоюза. Затем, после того, как девушка не выдержала, она уже в эфире заплакала, президент Кыргызской республики Сооронбай Шарипович и Совет безопасности Дамир Казакович взяли под контроль это дело. После этого финансовая полиция возбудила 2 уголовных дела. То есть по этим уголовным делам уже, чтобы не было голословно, уже предъявлено обвинение. И дело передано уже в суд. Сейчас то, что людей приглашают в качестве свидетелей, никто ни на кого не оказывает давление. Это инсинуация. Просто людей пригласили дать свидетельские показания по уголовным делам, которые были возбуждены еще летом прошлого года. А сейчас это преподносится якобы за оказание давления. Вы не передергивайте факты, пожалуйста. Можно я здесь дополню? Тем людям, которые причастны к этим уголовным делам, повестки приходят, они ходят с лета. И эти 3 человека, которым пришли повестки, одна работает в бельевом цеху, работница, она там гладильщица или кем она там швеей работает, она к этим уголовным делам отношения не имеет. За то, что она выступила на конференции, ей пришла повестка. Еще 2 проводника. Пожалуйста. Да. Еще 2 проводника. Здесь я хочу которые местного дополнить поезда, которые вообще позицию туда не относятся. гендиректора. Тоже Я хочу вызывали. официальную позицию тоже здесь озвучить, чтобы Эрин Шарапидинович была тоже Говорите. ясная картина со стороны руководства и тем более со стороны финансовой полиции. Я уверен, именно что то, что провели конференцию, из-за этого там какие-то вызывают на допросы и так далее, со стороны Темиржолу и со стороны финансовой полиции, я думаю, что здесь действительно нет понимания общего. Вот. Я тоже здесь, господина Кадырова, тоже в этом плане его позицию тоже озвучиваю. Здесь, возможно, в рамках возбужденного уголовного дела. Здесь с конференцией путать не надо, это первое. Во-вторых, я тоже хотел господину Кадырову здесь тоже уточнить, когда проходила конференция 19 февраля, там второй профсоюз, Дорпрофсош, который значительное количество наших работников в этом профсоюзе состоит, они вот этих политических заявлений не делали. Да, я хотел здесь тоже уточнить, чтобы была в этом плане ясность. Вот. И мы, руководство Кыргыз-Темиржолу, мы только за конструктивный диалог с профсоюзами, с общественными объединениями. Я вот максимально открыт. Вот, и мы готовы обсуждать. Здесь в начале нашего разговора вот, по акционерному обществу я все-таки хочу акцентировать тоже нашу сегодняшнюю встречу, нашу полемику. Акционерное общество, вот еще раз повторяюсь, это одна из форм, которая нам необходима на сегодняшний день. И была разработана концепция, вот то, что вы говорили, мы правительству предоставили проект концепции, который мы хотели прежде всего обсудить его у себя в коллективе, в филиалах, в службах,
туда включить все предложения вот, конструктивные, которые будут, разработать проект концепции развития железнодорожной отрасли. Там не только вопрос акционирования, там вообще развитие самой железнодорожной отрасли с 2020 года по 2025 год. Я тоже для телезрителей хочу пояснить. На сегодняшний день существует концепция развития железнодорожной отрасли с 2014 года по 2020 год. И поэтому, естественно, мы вынуждены заранее тоже проводить работу по разработке концепции, вносить туда соответствующие изменения на основе вот наших реалий сегодняшних. И на сегодняшний день концепция, она до сих пор у нас в процессе разработки. Также я хотел здесь уточняющую информацию дать. С Европейским банком реконструкции и развития мы сегодня вот подписали мандатное письмо. Они нам выделяют грантовые средства, именно вот то, что господин Кадыров сказал, для оценки Кыргыз-Темиржолу. Мы должны знать свои активы. На сегодняшний день железные дороги полностью. Никто на сегодняшний день, он правильно говорит, не может сказать точно, сколько активов на кыргызской железной дороге. Сам вопрос акционирования – это не одним росчерком пера. У него есть своя процедура в соответствии с законом. Вот. Оценку, аудит проводят не менее полугода, если не года. Вот. На сегодняшний день Европейский банк реконструкции и развития привлек соответствующие консалтинговые компании с мировым именем из десятки, вот, которые на сегодняшний день, вот мы с ними проводим работу, определяем компоненты, которые мы должны определить для финансово-хозяйственной деятельности, для коммерциализации, для корпоративности. Там очень много компонентов, которые мы должны это знать. На рекомендации, в соответствии с рекомендациями и отчетами этих международных консалтинговых компаний, мы окончательную концепцию разработаем и предоставим в правительство. Была информация, что вы представитель другой сферы, что вы в этой сфере на железной дороге специалист. Нет. Вы можете официально заявить, что вы сколько в этой сфере работаете? Я на железной дороге работаю с 2008 года. Ранее я работал в аппарате правительства Кыргызской республики, был экспертом в отделе строительства, транспорта и коммуникаций. И железнодорожная отрасль на протяжении уже почти 18-19 лет, для меня она очень знакома. И я принимал активное участие в разработке нормативно-правовых документов и проектов законов, постановлений, которые регулируют. Какая часть коллектива, вы сказали, 4732? Нет, 727. Нет, 727. если точно быть, какая на сегодняшний часть коллектива день за, какая против? 4817. Хорошо. Численность. Хорошо. На сегодняшний какая день... часть за, какая против? Вот господин акционирования? Эрин Шарипединович представляет профсоюз РАП-Профсож, который на сегодняшний день... Можете ответить? Можно я? Да. Вообще, сейчас мы узнаем, какая часть? Да, пожалуйста. Здесь из 4800, как вы сказали, 17 человек, 1500 человек состоят в нашем профсоюзе. В основном рабочий класс. Вопрос в том, что 1370, по-моему. 1800, если точнее, это же не значит, что все 1800 подписались под этим. Вот, например, когда мы говорим, вот пока нету четкое, так сказать, голосования, когда не определили, сколько человек, как мы можем судить? Вот мы с вами, делим, тот профсоюз столько, этот профсоюз столько, вот столько человек поддерживает. Но это же, понимаете, вот даже на этом совещании, даже если присутствовало там, например, 100 или 200 человек, даже не все же они, наверное, поддержали. Вот в чем вопрос. Я вот конкретный вопрос задаю. Сколько за, сколько против? Нет, на сегодняшний день за и против чисто определился только наш профсоюз конкретно. Это в полном составе, вот 1500 человек, которые так как, к вашему сведению, проводились во всех предприятиях собрания и выбирались на эту конференцию делегаты, которые представляли свой коллектив. Все делегаты единогласно проголосовали за свое категорическое нет акционирования. Высказали это мнение конференции. Это первое. Во-вторых, присутствовал на этой конференции, правильно вы заметили, председатель второго профсоюза, мы пригласили его. Он сказал, что он не собирал конференцию, но он собирал
собрал президиум свой, и президиум тоже был против акционирования. Господин Вот Кадыров, вы назвали вот карманный. Это Что вы имеете в виду, карманный? Нет, ну из его уст, это у него надо сейчас комментарий взять. Во-первых, комментарий, вот там за каждое слово цепляться, да, это любитель. Это серьезно. Это любитель такой человек. Карманный, это можно Нет, трактовать очень глубоко. Вопрос был ведущего. В каком смысле? Зачем два профсоюза? Вот мы сказали, что мы независимый профсоюз, мы представляем в основном рабочую специальность. Он сказал, а тот профсоюз с чем не угодил? Я прошлое сказал, что из-за чего это образовался наш профсоюз, так как тот профсоюз не выполнял свои функции. Ну вы вчера сказали Вы карман. назвали? И теперь Называли слушайте. карманом? Нет. Я сказал, вот если слово сказать, я сказал, считается карманным. А не назвал его карманом. В чем разница двух профсоюзов? Тот считается карманным. Это было, Можно, да. господин ведущий? Здесь я хочу подчеркнуть, я уже выше сказал, что администрация, руководство Кыргызстана Миржолу, мы выступаем за конструктивный диалог. Вот то, что Эрин Шарапидинович говорит, да, даже если там будет против 10 человек, мы, как руководство, должны на это реагировать. Узнать, почему против, почему, какие возникают проблемные вопросы. На сегодняшний день я активно тоже вот встречаюсь с коллективами, с филиалами нашей компании. Вот, и когда мы ведем живой разговор, вопрос-ответ, я тоже поясняю нашу позицию, именно позицию государства, которое, вы поймите одно, Эрин Шарапидинович, мы не являемся врагами своего же государства. Вот вы говорите, что частный. Да, форма юридическая, она частная у акционерного общества, но так как железная дорога является стратегическим объектом, она будет стопроцентно государственной. И в законе о железнодорожном транспорте четко прописано, черным по белому, что объекты железной дороги приватизации не подлежат. Здесь то, что Эрин Шарапидинович ранее... Не в заблуждение, пожалуйста. Нет, я вам хочу сказать, то, что будет частные руки, во-первых, это в корне я не согласен, по той простой причине, что это действительно это достояние народа. Железная дорога. И речь не идет, что, как Эрин Шарапидинович заявил, что там кучка людей придет, распродаст, приватизирует и, я не знаю. При акционировании вот столько судьб Меня перебивают, выводят куда-то в сторону. Давайте про акционирование. рабочие места будут сохранены или Не нет? будут сохранены. Конечно. Это однозначно. Просто Это столько читайте закон. Если вот сказать, талант вот сейчас- сказал, Нет, уже достаточно. вот когда мы говорить. говорим, Талант. да, Господин Сарков. сокращение будет, наоборот, или еще что. Мы не можем сказать, если акционерное общество разовьется. Гарантий нет, да? Если даже построить новые дороги, да, если инвестиции будут, тогда будут новые дополнительные рабочие места. За счет И за это, чего когда инвестиции придут? Стоп. И когда говорит, да, что однозначно сократится, значит, если вот подразумевает, что сокращение, значит уже сейчас структура не оптимальная. Потому что подразумевается что? Если они подозревают, что сокращение будет, значит у них есть те, кто лишний, просто, да, сказать, для палочки ходят и деньги. У нас Потому что предприятия лишние, как вы не понимаете. если собственник, он сокращать человека будет, если он ему прибыль приносит, то он же в жизни не будет сокращать. Он, наоборот, может быть, за место 2 бездельников одного поставить, или, наоборот, еще 5 поставить. Это же не ясно. Можно Вы же сказать, мне да? говорите, Вот, что вот здесь такая ситуация. Насчет акционирования... У вас целый час и был. госп- Вчера Да, вы вчера был. свою позицию четко высказали. Господин Докенов, ну, с там вашей стороны вопросами, тоже да, несправедливо нас просить об Вот эфире. насчет акционирования и госпредприятий. Ну, я вам дам слово, конечно, дам. Все распродастся и все пропадет, имущество, как говорили, разбазарят, да? Сейчас разве этого не происходит? В государственном предприятии под грифом секретности, под грифом тайны. Вот на территории железной дороги бывший генеральный директор построил дом, гостиницу своей дочери. Помещение бывшее Орса сейчас ушло некому Абдулле. То есть ОСО терминал. То есть мы же все это прослеживаем. Мы это все видим. Мы сейчас должны сохранить железную дорогу. Для сохранения железной дороги нужно ее вывести в свет, чтобы люди Господин видели. Кадыров, видеть одно, а
Документально все есть. Документально. Конечно, вот. Закон, да, ссылаясь на закон. Да, вот поэтому вот Ерин Шарапидинович вот каждый раз Закон ссылается. защищает вещи, которые, я не знаю, ну, голословно. Вот я пришел с документами насчет той земли, которую он недавно оправдывал. Здесь написано в полосе отвода железной дороги. То есть эта земля была железнодорожной, пока ее не передали дочке Нагайбаева. Сейчас таких фактов мы не знаем же сколько, правильно? Мы не знаем, сколько таких фактов. Если мы сейчас поднимем и территорию Орса, сейчас вылезет, что и там торговое помещение было передано ОСУ-терминал незаконно. Но если мы сейчас не поставим точку на этом государственном предприятии и не начнем с нового листа акционерного общества, вот как генеральный директор говорит, посчитаем, что у нас осталось, будем так говорить. Аудит проводится вообще? Естественно, аудит. Сколько Вот раз? высказывание Манаса я вообще не понимаю. Он говорит, сегодня аудит там будет проводиться. Счетная палата это и делает аудит. Счетная палата она проверку аудит. И Правильно, каждый да? раз говорит, Да. счетная палата. Счетная палата. Дальше уже недоверие госорганов. Нет, почему? Сколько лет Нет, уже у нас вот опять проверяют, заблуждение налоговики вводите. проводят Счетная проверку. палата, здесь есть документы счетной палаты, аудиторы счетной Налоговики палаты, проверяют, который прокуратура говорит, что проверяет. это земля. Министерство Земля. проверяет. Здесь господин Докенов говорит, что проверяют регулярно. Регулярно проверяют. Они выдают Ну, там я Я хочу сказать, да, Да, у нас регулярно в соответствии с законом, недоверие да. счетной палаты Как- нет госорганов. Здесь, Вы что дело- здесь это- нет, здесь речь не идет о недоверии. Да. В соответствии Поэтому- тоже с законодательством ежегодно у нас проводит проверку счетная палата. Они указывают в это. Да, они проверяют 30 дней сидят с финансово-хозяйственную проверкой. деятельность. У нас проверяют. А проведение оценки аудита это совершенно Совсем другое. это. совсем другое. Вот то, что мы сейчас говорим об Аудит активах. оценки активов, То есть это что мы на совсем руках другое. имеем? Нет. Счетная палата проводит, там есть действительно определенные нарушения, по которым... Оно еще имеет в виду, что при акционированном обществе будет проводиться аудит. Он про это Нет, говорит. нет. Там будет Я аудит. не про это говорю, не надо вводить заблуждение. который Я говорю, мы будет посчитаем, прозрачно сделать. сколько имущества осталось на железной дороге. Это никто не запрещает вам, считайте на здоровье. Кто вам об этом говорит? Я еще раз говорю, вот скажу маленькую, законодательство нужно просмотреть, какие именно, на каких основах работает акционерное общество. Как оно работает, это все прописано в законе об акционерных обществах. И тут вот, как вы говорите, написали мы концепцию, да, развития до такого-то года. Вот это приобретем, вот это приобретем. В дальнейшем концепцию кто будет утверждать? Будет она согласована Будет, с соответствующими будет министерствами, правительством. утверждаться Джугурку Кинешем, ладно, вот так вот. Не, правительством оно утверждается. Ну, утверждаться, не будем спорить по этому, будет государственным органом утверждаться, правильно? То есть при существующем статусе вот эта концепция будет работать. При акционерном обществе свою стратегию и политику развития устанавливает совет директоров. Но и не государство, но не будет отвечать по его концепции, которую утвердило правительство. Нет, здесь Оно будет себе определять свою политику. Это в законе написано. Нет, Нет, В законе написано. Вы читайте о акционерном обществе. Что вы прочитали? Такого нету, что ли? Нет, вы смотрите, у нас Право учредитель, директоров. у нас 100% долю обладает государство. И Я государство еще раз дальше говорю, по концепции пойдет или не по акционерное общество, концепции. акционерное собрание, если У вы вас форма считаете собственности государственное... частная? У кого? У вас? У меня? Да. Причем тут моя Нет, собственность? вот у вашего профсоюза частная? Конечно. И вы хотите сказать, при частной форме все разворуют, да? У вас что-то разворовывается в У нас профсоюзе? есть, во-первых, у нас есть аналогия. Что по республике после акционирования сделалось, по республике? какие предприятия? И Какие что? предприятия сейчас выросли, где вы открытость там увидели во всех Нормально предприятиях? функционирует. Где? Вот смотрите. Какие предприятия нормально у нас функционируют? Они в убытках всех сидят, если к вашему сведению. Нет, Вот о чем будем говорить. Вы здесь не Теперь, правы. если вы Есть уже говорите акционерное общество, стратегические тоже акционерные общества, которые, вот, допустим, тот же аэропорт Манас. Аэропорт Манас, да. Вот, он прибылью работает. почти- финансовые показатели хороши. Но вы спрашивали в этих акционерных обществах состояние финансовых работников низшего эшелона. Да, рядовые менеджеры и тогда и выше по 200, по 300 тысяч себе зарплату поставили. Работники там сидят. Без социальных гарантий трудовых, которые установлены государством. Социальные обязательства.
Акционерное общество никогда не будет выполнять те обязательства, которые у нас есть. И вот еще раз скажу, сегодня вы с нами подписываете, сегодня вы с нами подписываете коллективный договор, как с коллективом. Сегодня они вынуждены считаться коллективом, потому что коллектив голосует. Естественно, его больше. Можно я? При акционерном обществе голосовать будет не коллектив, голосовать будут акции. У кого больше акций, тот и будет голосовать. Ты весь коллективом поднимай руки. Вы хотите сказать, трудовой кодекс не будет распространяться, что ли? Я вам еще раз говорю, трудовой кодекс не будет распространяться. Кодекс выше стоит, не надо. Не будет распространяться. Госпредприятие. У вас что, сотрудники говорят, голосуют и говорят, ты, Абдыкеримов, а ну-ка, давай нам 33 миллиона. И так пошло, что ли? Нет. Стоп. Мы ведем переговоры. Не надо, мы ведем официальные переговоры. Здесь вопрос в другом. Коллектив стоит, мы представляем. За вами большая часть То же коллектива самое. стоит. Давайте Я имею в виду два профсоюза при один профсоюз переговорах. вас не поддерживает. Вы его назвали Я говорю карманным. о переговорах по коллективному договору. Два представителя надо. приходят и заключаем колдоговор. Или не так? Да, я прошу здесь эмоции чуть поубавить и говорить конструктивно. Во-первых, здесь Эрнис Шарапидинович действительно заблуждается в том плане, что не будет работать, во-первых, трудовой кодекс. Это основное. Это нонсенс. Это, Трудовой во-первых. кодекс будет работать. Конечно, будет Нет, работать. Те ну, льготы, которые нет. в коллективном договоре не будут работать. Вот при акционерных будут обществах у наших соседей есть профсоюзы? Есть. У кого? Россия. Россия. Казахстан. Россия, Казахстан. И что, вы хотите Кстати, сказать, о профсоюз Казахстане. Китая, что ли? О Китай. Казахстане. Вчера, вот буквально на днях, генеральный директор КТЖ, Казахских железных дорог, на своем отчете выступил и признал, что прошлый год, 2018 год, выходит 25 миллиардным убытком в деньгах. Да? Это где-то приблизительно около 5 миллиардов сомов. Вот так вот, если рассудить. Общий долг этого акционерного общества 4,6 миллиардов долларов. Это, считай, наш внешний долг нашей республики только. А вы сегодня, мы и сегодня смотрим, Стоп. мы сегодня и Казахстану посмотрите. смотрим. Казахстану смотрим, как там прошло акционирование, сколько людей на улицу выкинулось. Мы же это все просматриваем. Здесь структуры вы долго смотрели. Вот у нас в Кыргызской железной дороге ни одного километра железной дороги не построено. В то время, да, они эти активы берут, да, строят железные дороги новые. это- С Китаем соединяются. Они активизируют эту дотацию Стоп. государства. Здесь, да, вот сейчас, вот эти деньги, которые, да, они в развиваются. будущих периодах, они откатают еще во много раз больше, потому что они строятся. А мы сидим, то, что маленькое заработаем, хвалимся и проедаем. У нас за все время независимости ни одного метра железной дороги, километра не построено. Господа, давайте паузу сделаем. У нас есть телефонный звонок. Мы примем телефонный звонок, а потом продолжим нашу беседу. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Да, слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, мы слушаем вас. Я хотела бы, как бы, вот здесь вот я смотрю, сейчас несправедливо происходит, да? Почему наш глава профсоюза один, а против него 3 человека? Мы не против. Это раз. Да? Во-вторых, Не почему по всем наш глава вопросам, не по всем управления вопросам. не прислушивается, не приходит на встречу с нашими работниками. Я чуть-чуть опоздала, может, я что-то пропустила. Не понял, кто не приходит? Кто не приходит, еще раз можете повторить, пожалуйста? Это, во-первых, я отвечу на вопрос. Это Сейчас, минутку. У вас есть вопрос? Или... Глава нашего управления не приходит на встречу, никогда не устраивала встречу со своими работниками, с теми же проводниками. Мы Почему, его ни да? разу не Вопрос видели, почему? как он стал у нас главой. я объясню. Буквально. можете представиться, пожалуйста, сейчас? Я Айнура. Айнура, вы сотрудница Да, Кыргызской да. Эмиржол. Хорошо. Спасибо большое за вопрос. Вот, это, во-первых, информация не соответствует действительности. Вот, я по мере возможности провожу встречи в коллективах. Вот, и в фирме по обслуживанию пассажиров я тоже приезжал. Вот, и стараюсь выбирать время встречаться с коллективом. Вот сегодня только я был у нас Надо в вагоне. ездить с профсоюзами, если вы коллектив есть, надо с Нет, профсоюзами. Они так нет. кулуарно, скрытно Нет. приехали, конторские собрали все Нет, это Верий управление Шарапидинович. и провели Нет, нет, встречу. во-первых, вы вы- рабочих соберите, которые работают, вкалывают. Вы, по вашему мнению, конторские работники не вкалывают, что ли? Не, у вас скрытые Это все- собрания происходят? Нет, это я далек от этого. собрания, Нет, которые, Верий сказал, Шарапидинович. По субботам, по воскресеньям, не знаю.
а по вечерам есть такое, Это нет? не соответствует действительности. Нет. Это нет. Я вам сейчас Хорошо, скажу. как вы проводите собрание? Вот, я прежде чем выехать, я звоню руководителю определенного филиала, говорю, что вот я еду к вам встретиться с коллективом. Предупреждаю, собирают, я приезжаю. Дело в том, что наша сотрудница позвонила, это не моя вина, что когда я приехал, ее не было, допустим. Там 600 человек в их филиале. Там, Вы заранее объявляете, что вы идете, собираетесь. Дело в том, что действительно, я еще раз повторяюсь, что я тоже стараюсь находить время. Естественно, я заранее предупреждаю свой коллектив, в смысле руководства. Я же не могу каждому позвонить сотруднику. Я приезжаю, вот сегодня только утром тоже в вагонном хозяйстве я вчера предупредил, сказал, что сегодня утром буду. Сегодня встретился с коллективом. И здесь давайте действительно упор и акцент не будем на это делать. Факт, что я встречаюсь, это первое. Во-вторых, есть у нас технический совет. Каждый понедельник мы проводим совещание, где присутствуют все руководители филиалов, служб. В том числе профсоюзы. В том числе и профсоюзы, где полностью и по акционированию я несколько раз просил по проекту концепции отработать, внести конструктивные предложения. Но так просто огульно говорить, нет, мы против тоже. Надо же вести конкретный диалог. Я еще раз повторяюсь, я только за то... Вы открыты к диалогу? Конечно, мы открыты к диалогу, это во-первых. Во-вторых, я еще раз повторюсь, там 10, 50, 100 человек, если против, это неважно, даже если один человек будет против, я обязан выслушать его доводы, его предложения. Поэтому, на самом деле, мы должны вести такой конструктивный диалог. Но, к сожалению, этого на сегодняшний день не происходит. Не происходит. Я провожу встречи и, еще раз повторюсь, на технических советах тоже делаю объявления специально, чтобы довели до каждого сотрудника. И по мере возможности, естественно, я езжу, встречаюсь. Вы уже отмечали это, да, спасибо. Смотрите, когда мы говорим о сотрудниках Кыргызстемиржолу, да, они сотрудники, но эти активы относятся ко всему Кыргызстану. Каждый из 6 миллионов человек, он как бы сопричастен этому. Соответственно, если народ посчитает, да, что это выгодно народу, соответственно, народ будет решать. Невзирая, что там, например, генеральный директор или профсоюз будет против, или еще как-то. Если это для Кыргызстана выгодно, Кыргызстан на это пойдет. Вот так же, как с открытым небом. Да, наши некоторые перевозчики теряют. Но по большому счету, скорее всего, наши же люди, которые пассажирами по всему миру летают, они выиграют. Будет больше маршрутов, дешевле будет. То же самое. Если будет, например, они же не для себя работают, развивается это предприятие. Это предприятие, чтобы развивать нашу экономику. Это чтобы перевозки дешевые были. Это чтобы пассажирские и грузовые, все это было соотносить, чтобы экономику развивали. А так, если они сидят, нам ничего развития не надо, нам зарплата должна быть и все. Зачем тогда нужно это? Его вообще придется закрыть. Я предлагаю дать слово господину Дакелову, потому так что... говорят люди. Вот вы прекрасно говорят сказали. Несправедливо. Да, вы дадим прекрасно слово. сказали, что это активы, это народное достояние. Народное достояние, а не какой-то кучки чиновников, которые это хотят разбазарить. Правильно. Это я повторюсь официально. Вот так вот, чтобы Правильно. не быть голословным. Вот именно народ должен решать. Народ должен решать, а не кучка чиновников. И здесь народ будет решать, это его достояние. Вот эти активы, говорите, это же активы 6 миллионов. Еще раз повторюсь, когда в акционерное общество перейдет в частную собственность, вот эти активы, они будут уже активами этого акционерного общества. Они не будут уже вашим народным достоянием. Будут, потому что будут. Акции, 100% Я вам акции, еще раз да? говорю. Через акции народ будет Акции управлять. для чего делаются? Акции. Акции делаются, акционерное общество, основная цель акционерного общества это что? Извлечение прибыли. А госпредприятие разве не госпредприятие, обеспечение в первую очередь безопасных грузовых и любое пассажирских перевозок. хозяйственное предприятие, Не надо, вот посмотрите. любое АСО, предприятие, Это если две оно большие прибыль разницы. не приносит, да, оно вообще не нужно. Извините, как раз поступил звонок по акциям, мы примем, потом продолжим. Алло, добрый вечер. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем Я вас. хотела задать вопрос генеральному директору. Можете представиться, пожалуйста? Я бельевого цеха Женя звонит. Тоже сотрудница.
Хорошо, слушаем вас, Я хотела да. задать вопрос генеральному директору. Акционерные, это ваша идея? Или, как вы сказали, нам железнодорожника, это было поручение президента или премьер-министра? Нет, я понял ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Вот, это, во-первых, Буквально не коротко поручение президента или правительства. Есть вообще сама программа развития любого государственного предприятия, о чем мы говорим. Когда мы были на совещании у премьер-министра, мы предлагали проект концепции развития железнодорожной отрасли, где четко мы проектом прописывали, что мы должны сделать для модернизации дальнейшей. И там были вопросы об акционировании. Я еще раз повторяюсь, вы, наверное, наша уважаемая сотрудница не сначала смотрит сегодняшнюю передачу, да, я уже вначале уже объяснил. Я сказал, что да, это тоже мнение руководства компании, так как это является одной из оптимальных и прогрессивных форм управления акционерного общества. И здесь я еще раз хочу подчеркнуть, что Ирина Шарапидинович говорит, что это кучка людей. Это вообще, во-первых, некорректное выражение. Да. Очень коротко можно будет у нас? Нет, вы сказали кучка людей, вы уже в своей конференции уже обозначали эту кучку людей. Вот 19 февраля я вернусь. Министра Вот, начать хорошо. акционирование. 19 февраля. Вот стенограмма, да? Человек, вот смотрите, здесь получается, что председатель профсоюза, который должен защищать права работников, делает политические заявления. Говорит о каких-то... Мы уже это слышали, обсудили, да? Нет, подождите, Вот. не то, что обсудили. Вот здесь вот то, что Сейчас сказал, он что не говорит по опять о поручению кучке правительства. людей. О кучке людей. Это Завершите кучка свою людей. мысль. Да, я вот буквально я коротко, сказал, да. что уже было совещание у правительства. Да, по итогам любого совещания руководства правительства делается, подписывается соответствующий протокол, где черным по белому тоже там написано доработать проект концепции. Чем мы и занимаемся. На Хорошо, сегодняшний спасибо. день. У нас около 4 минут остается. Я буквально один вопрос задам, завершающий. Меня, как гражданина Кыргызской Республики, беспокоит одно. Если акционируем, то как получится, то есть какая часть будет сокращена коллектива или сколько сотрудников будет сокращено? Кто Вы это можете может сказать? Можно я? Ну, Потому что- какая-то часть. Ну, Невозможно. мы можем... Вот здесь вопрос. здесь, значит, гарантий нет, да? Вот Стоп, мы оправим. Сокращение или набор, да? Гарантии сохранения зависит рабочего от места нет, да? развития. Нет. Здесь вопрос в другом, да? Нет, да, сохранения или еще. Здесь же не ясно. Сколько структур понадобится? Может быть, наоборот, добирать будут. Вопрос в том, когда вот вы говорите вот с чужих слов, что сокращение будет, и вот вы даже обещание оказывается давали, да, что будете большую часть времени давать, например, в эфире можете посмотреть сюда. Я вам скажу, Нет, что вы вчера я вам приглашали. скажу, Вы вчера я вам приглашали. скажу откровенно, да. Это очень опасная вещь. Играть вот такими настроениями народа, да. Завтра мы и так, блин, мир только так. сказать. У нас Баткен сейчас кипит, да? Да. А мы еще хотим здесь еще одну горячую точку Человек сделать. хочет вывести Нельзя. людей на площадь. Голословные нельзя говорить. Господин ведущий. Вот сейчас Нет. никто, ни Докенов, ни генеральный Нет, директор. можно я одну ремарку Меня Не как правительство, гражданина, да? меня беспокоит. Правительство не может сказать, сократят Можно я- или вот добавится. Господин Никто не Садапаев, сможет. Можно я Пока скажу? не ясно. Можно я скажу? Так как вот, автор вот то, что я сегодня вам сказал, я вам объясню. В настоящее время Кыргыз Темиржолу, она прибыльное предприятие, но ее перспектива дальнейшего развития очень сложная. Вот тогда, вот когда наступит 2021-2022 год, когда у нас будут сокращены пассажирские поезда, не будет грузовых вагонов, вот тогда будет сокращение, и тогда мы будем опять переходить на 4-дневку. При акционерном обществе она прибыльное предприятие, но я говорю, что при притоке инвестиций мы будем дальше развиваться. Мы собираемся развивать наши производственные базы полностью. Дать вот наша вот фирма по обслуживанию пассажиров, вот, которые сотрудники звонят, они почему беспокоятся. Это социально ориентированное предприятие. Мы обязаны Кыргыз Темиржолу его держать, ему помогать и дальше давать ему развитие. Понимаете? О какой речи может быть идти? Если мы приобретем завтра пассажирские поезда, дадим туда инвестиции, вливания, о каких сокращениях могут идти речи? Мы наоборот, вот то, что господин Садакбаев говорит, речь здесь об
увольнений, сокращений нет. Мы хотим дальше развиваться. На примере Узбекистана возьмите, третий год, как они акционировались, у них мощно идет развитие Темиржолу. Хорошо. И производственной базы во всех структурах. Спасибо. Пожалуйста, резюмируйте. Я резюмирую так. Во-первых, я хотел бы, чтобы вы не вводили в заблуждение. Вот у меня протокол совещания у премьер-министра. Я черным по белому написано, дается поручение госимуществу совместно с Министерством транспорта начать работу по акционированию железной дороги. Это о том, что вы говорите. Второе. При акционировании, кто бы сегодня говорил, вот господин генеральный директор здесь стоит, он говорит, не будет никаких сокращений, мы будем работать. Завтра он будет ли генеральным директором и будет ли в правлении этого акционерного общества, это Будет уже вопрос. Вопрос. А государство сегодня не будет управлять акционерным обществом. Я резюмирую по законодательству, зная, акционерное общество, это первая ее основная цель, видите, законодательство, это извлечение прибыли. Когда прибыль извлекается, когда идет работа, чтобы привлечь инвесторов, нужно привлекательность финансовую это получить, правильно? А чем она проявляется? Она проявляется оборотностью основных средств. Чем она достигается? Сокращением непрофильных предприятий. Поэтому у нас основные генерирующие производственные мощности – это перевозки грузовые. Вот все вот будет оставаться грузовые перевозки, пассажирские. Если государство дотацию давать не будет пассажирским перевозкам, оно будет вынуждено регулировать это предприятие. То есть грузовые перевозки. Спасибо. Я резюмирую, что хотел сказать. 30 секунд буквально. Да. Вот на 19 февраля, почему я поднял вопрос, человек хочет вывести людей на площадь. Это очень опасно сейчас. У нас сейчас политическая ситуация нестабильная. Вот человек сказал, в Баткене ситуация сейчас тяжелая. Вот эти вещи мы должны в корню пресечь. Акционироваться, не акционироваться. Человеку не нравится, пускай идет в суд. У нас же есть законные методы диалога. Пускай судится. Не нравится решение премьер-министра, пускай... Нет, это решает закон. Закон говорит, суд идти. Я в соответствии с законом поступаю. Все понятно. Не вмешивайтесь Все в эту понятно. работу. Понятно. Спасибо, господа. Понятно. Спасибо, что согласились прийти в нашу студию и ответить на вопросы. Уважаемые телезрители, эфир Пятого канала продолжит выпуск новостей. Не переключайтесь, а мы на этом прощаемся. Всего доброго.